многих волнует, сохранятся ли имеющиеся меры поддержки многодетных семей. Можем уже сказать, что сумма средств, направляемых на различные пособия, детские, так и федеральные, и региональные, она превысила 30 миллиардов рублей. Я считаю, что здесь ведь вопрос не только финансовый. Хотя финансовый важен, и все основные выплаты, которые есть, они будут обязательно сохранены. Здесь вопросов быть никаких не может. Но все-таки я считаю, что здесь мы должны еще думать над мерами поддержки. Какая-то поддержка в области индивидуального жилищного строительства. Причем не только в городах, но и в сельской местности. Да? И, хотя здесь у нас есть уже ряд программ, но я не скрою, я считаю, что здесь у нас есть и резервы. Конечно же, очень важна поддержка со стороны коллективов, трудовых коллективов и самих предприятий. И я рад, что многие предприятия сегодня уже это слышат и начинают вводить какие-то выплаты для рождения детей в коллективах. Если в семье появляется у работника, то определенные выплаты, какие-то отгульные, Сахатранснефтегаз, например, Алексей Семенович Колодезиков, генеральный директор, он недавно мне докладывал, что приняли решение, что рождение ребенка 150 тысяч рублей они сразу работнику выплачивают. Так. Должно состояться подписание трехстороннего соглашения между Союзом производителей Республики Саха-Якутия, между правительством Республики Саха-Якутия и Федерацией профсоюзов, где впервые как раз корпоративная ответственность бизнеса за поддержку рождения детей, за сохранение здоровья трудящихся, она будет прописана, причем вполне конкретно, целый раздел этому будет посвящен. Я очень рад, что это в ходе достаточно таких долгих переговоров удалось добиться, и уверен, что это реально будет уже служить, в том числе и стимулом для того, чтобы и в трудовых коллективах, предприятиях уже как раз помогали тем, в чьих семьях сегодня рождаются дети. Дети – это наше будущее, это не просто слова, это как раз сегодня крайне такая важная, наверное, наиважнейшая государственная задача.